США теперь следит за Таджикистаном. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что изменилось. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. Новый посол США в Таджикистане Мануэль Микаллер заявил, что Вашингтон ставит демократию и права человека в центр своей внешней политики. В ходе своей первой пресс-конференции в Душанбе дипломат подчеркнул, что планирует регулярно встречаться с представителями гражданского общества. Мануэль Микаллер затронул тему прав человека, выразил уверенность, что правительство Таджикистана выполняет все международные обязательства и нормы Конституции страны, где закреплены основные права человека. США будут и впредь поддерживать права человека, свободу вероисповедания, свободу прессы и свободу выражения мнений, отметил дипломат. Заявление нового посла прозвучало в то время, как диппредставительство критикуется за недолжное внимание к вопросам прав человека. Активисты и журналисты отмечают, что американских дипломатов больше заботит развитие экономики и обеспечение безопасности Таджикистана. По данным посольства, в прошлом году США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 19 миллионов долларов. В ответ на вопрос журналистов на эту тему Мануэль Микаллер отметил, что дипломаты тесно сотрудничают и с правительством, и с гражданским обществом, и с местными СМИ. В вопросах прав человека у нас идет диалог с гражданским обществом, также с журналистами и с правозащитными организациями. Мы продолжим диалог с гражданским обществом. Первым шагом здесь является готовность сторон к диалогу, сказал посол. Мануэль Микаллер заявил, что США продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности. В сфере безопасности приоритетом для двух стран является борьба с экстремизмом и терроризмом, а также укрепление таджикско-афганской границы, отметил посол. Помощь Таджикистану в сфере безопасности включает обучение, оборудование и инфраструктуру, которые помогли республике обеспечить безопасность своих границ, обнаруживать угрозы и повышать способность правоохранительных органов, военных и таможенных органов реагировать на такие угрозы. Международные правозащитные организации за последний год неоднократно подвергли Таджикистан критике за постоянное нарушение прав человека и за подавление инакомыслия. Государственный департамент США в отчете о правах человека в мире в 2022 году, опубликованном 20 марта, назвал Таджикистан авторитарным государством и подверг власти критике за нарушение основных прав и свобод граждан. Авторы доклада в частности отметили, что Конституция Таджикистана гарантирует многопартийность в стране, однако власти препятствуют политическому плюрализму. По данным американского посольства в Таджикистане, на протяжении 29 лет США вложил в республику более 1,8 миллиарда долларов. Эти средства были потрачены на содействие экономическому развитию, продовольственной безопасности, здравоохранению, обеспечению чистой водой, образованию, безопасности, доступу к электричеству и установлению межличностных связей между населением двух стран, отмечается на сайте американской дипмиссии. Решением этих проблем занимается агентство США по международному развитию, которое в прошлом году оказывало Таджикистану помощь на сумму около 40 миллионов долларов. И как теперь многим комментаторам говорить, что США не сотрудничают с Америкой, они поддерживают Россию. Таджикистан получает хорошие суммы от США и тем самым будет и дальше сотрудничать в этом направлении. Как вы ко всему этому относитесь? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!